Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуй, Казань! Здравствуй, великий город! Мы начинаем. Сегодня мы приготовим дораду. Это средиземноморская кухня. Приготовление оно не просто, а очень просто, я бы сказал. Мы будем готовить ее в виде филе, припущенную с овощами. Средиземноморская кухня объединяет в себе множество кухонь различных народов, населяющих Приморский регион – итальянской, французской, испанской, греческой, португальской и многих других. Средиземноморская кухня – одна из самых полезных в мире. Близость моря обеспечивает морепродуктами, благодатный климат позволяет выращивать большое количество фруктов и овощей. Еще одной особенностью средиземноморской кухни является оливковое масло. Оно используется практически во всех блюдах в качестве заправки для салатов, при жарке и просто для придания пище необходимого вкуса. Эта рыба нежная, она довольно жирная, в ней много омега-3 кислот. Используется и для варки, и для жарки, то есть широкое применение. И у нее нет практически внутренних костей, это очень удобно для приготовления. У нас продается отличная дорада, охлажденная и замороженная. Какую бы вы ни купили, это всегда будет большой праздник. Ну вот мы разделали на филе нашу рыбу. Можно ее сварить и в сковородке, но тогда будет кипение. А мы хотим сегодня приготовить без кипения, с помощью томления, чтобы наше приготовление было похоже на готовку в русской печи. Ведь мы сейчас радуем за что? За возрождение традиций. А печь – это как раз забытая история. Поэтому мы сегодня будем готовить именно таким способом. Для приготовления блюд в печи и в духовке необходимо серьезно отнестись к выбору посуды. Издревле для приготовления блюд использовали глиняную посуду, сейчас же используют разнообразные формы для запекания и сковородки. Выбор сковороды – отдельная тема для разговора. Вообще, чем тяжелее сковородка, тем она надежнее. Дно сковородки должно быть достаточно толстым, тогда оно не будет деформироваться от перегрева. Немаловажно и покрытие сковороды. Оно может быть как антипригарным, так и керамическим. На них пища не пригорает, быстро и легко готовится. А это и есть залог превосходного блюда. Добавим немножко овощей. Овощи можно взять любые, которые вы смогли купить. Вот то, что у нас на столе есть сегодня, мы попробуем максимально использовать. Набросаем туда немножко помидор. Возьмем оливки. Я люблю оливки с косточками и вам советую. Они применяются как специя. Я люблю оливки каламата греческие. У них очень красивый вид, они такие бордовые, овальной формы, очень приятные мне. Немножко жидкости от оливок добавим как приправу. Немного спаржи возьмем, красный лук также. Я даю его для того, чтобы было красиво, только из-за внешнего вида. Посыпем различными приправами наше блюдо. Вот я посыпаю в данный момент орегано. Придает очень насыщенный вкус и аромат. Польем немножечко оливковым маслом. Это всегда хорошее сочетание рыбы и оливкового масла. Наверняка у каждого дома есть куча приправ. Открываешь шкафчик над кухонной плитой, и там много-много-много пакетиков. Вот практически все эти пакетики никто не использует. Редко кто использует. Накупит, они все лежат. Их надо всегда экспериментировать с ними. Постоянно добавлять в блюда, и будет открываться все новые и новые ароматы. Я добавляю смесь перцев и приправа из сушеных кореньев для рыбных блюд. Также немного соли мы положим еще, потому что жидкость от оливок, я положил ее не очень много. Это блюдо готовится очень быстро. Вообще,
Есть такое блюдо, которое кидают в кипящую воду, и воду убирают с огня. И тогда она своей температурой, вода прогревает ее, и без кипения она там уже доходит. Есть такое, мы как-нибудь приготовим и таким способом. А пока что мы будем готовить просто без кипения в томлении. Вот практически я все положил, осталось. Иногда можно добавлять лимонный сок или столовое вино. Немножко для рыбы. Но это не обязательно. Можно лимонный сок, можно просто ничего не добавлять. Все практически готово. Сейчас мы это наливаем немножко кипятка и ставим в нашу духовку. Вот мы приготовили наше блюдо. Стояло оно у нас в духовке 10 минут. Напомню, оно готовилось без кипения абсолютно, с помощью томления. И приготовление напоминает готовку в деревенской печи. Сервируем его в блюдо. И в качестве гарнира выкладываем овощи, с которыми она вместе готовилась. Овощи практически они готовы, но, конечно же, чуть-чуть жестинки в них осталось. И в качестве соуса мы используем бульон, в котором эта рыбка готовилась. Таким способом можно приготовить любую рыбу. Абсолютно. Обязательное условие, чтобы рыба была свежая. Если рыба будет мороженая, из нее будет выходить белок. Главное, чтобы качественный был продукт. Исходный продукт должен быть всегда качественный. У нас должна быть честная кухня. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Попробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Ну вот сегодня мы готовили блюдо средиземноморской кухни. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Обожаю средиземноморскую кухню. Замечательно. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас.